Так, так, друзья. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 5 августа 2022 года, 21:00 по Берлину и 22 по Джахару. Витаю вас, друзья. Приветствую. Так, Залина, Довель, Исаак Шмулевич. Приветствую всех. Алейкум ассалам. Курды нам не враги, но и не друзья, говорит Исаак. Ну да, я не сказал, что они какие-то наши союзники или друзья. В этом ты прав, конечно. У нас никаких контактов, отношений как таковых с курдами не было. Даже, по-моему, они у нас в республике не жили. А если жили, то, наверное, очень мало. Поэтому... Ну, я хотел бы как раз эту тему сегодня обсудить. Друзья они нам, не друзья, враги они нам, не враги. Чтобы мы разбирались. Потому что у меня давным-давно уже я вижу, что не в очень хорошем направлении движемся мы в отношении этого народа, этого многострадального народа. Так, салам маршал, ду асамбеку, салам маршал, для всех наших товарищей. Сегодня, ну вообще я, знаете, что хотел, конечно, слишком много неизвестных в этой большой политике, там создаются, как мы понимаем, разные активные мероприятия для того, чтобы отвлекать внимание от одной определенной какой-нибудь задачи, к которой они движутся, и создаются дымовые завесы. И точно, конечно, сказать мы не можем, тем более мы имеем информацию только из открытых источников. Так вот, когда несколько дней назад, уже порядочно, пару недель назад, Песков сказал, что готов к переговорам с Украиной. На это никакой реакции не последовало. Затем подхолопный Шредер сказал, что Путин готов договариваться там, и так далее, и так далее. До Шредера он еще в конце июля встречался с Путиным в Москве, и Путин сказал, что готов договариваться и готов решить вопрос с Украиной мирным путем, путем переговоров. За несколько дней до этого генерал ФСБ Гудков обратился к американцам и сказал, что готовы совершить, внимание, дворцовый переворот для того, чтобы, он фактически раскрывает заговорщиков, что Патрушев может сместить Путина или кто-либо другой. Патрушев вообще непроходная фигура, это хуже Путина, мне кажется, или такой же, как Путин, что там хуже, лучше, уже там значения, правда, не имеет у них, но не лучше, скажем так, Путина. Поэтому кто-то либо другой. На это тоже, по всей видимости, не отреагировали. Но договариваться надо, потому что сейчас армия будет в Украине фашистская разбита. И даже этих людей не жалко, если они будут сдаваться, вот что ужасно для Путина и для вот этой банды ФСБ, которая захватила власть в этой России. И они будут сдаваться, потому что никакой идеи воевать, сражаться у них нет. Они понимают, что они будут уничтожены. Им украинцы дают пути отхода, там мосты все не разбивают. Уходите, говорит, они не уходят. Но гуманно. Наверное, не надо так делать, но это гуманно на самом деле. И, наверное, в этом и заключается сила Украины, что она гуманна и не такая, как фашистская Россия. Из-за этого мы на ее стороне, из-за того, что она права, справедлива и на правильной стороне истории. Так вот, нужно договариваться о переговорах. Позавчера Кулеба и Зеленский ответили Шредеру, что так не бывает, что подтягивают войска,
и одновременно предлагают переговоры там, и так далее, и так далее. Мы не будем вести переговоров с фашистской Россией до полной деоккупации нашей страны, привлечения виновных лиц ответственности и возмещения материального, морального вреда для Украины. Такого заявления украинская власть, к сожалению, не сделала. Она сказала, там и Кулеба выступил, министр иностранных дел, и Зеленский сказал, что это дымовая завеса, там мы в это не верим, типа, и так далее, и так далее. Ну, это может быть правильно, дипломатия, хитрость, там, и так далее, и так далее. Но сам факт. Шредер сказал, что нужно продолжать тот формат, который сейчас в Стамбуле зародился, когда они вот с зерном. Никто не думает о людях, тем более о каких-то голодающих людях в Африке, что для них это зерно необходимо и так далее, и так далее. Все думают о том, каждая там страна думает о каких-то своих, политики думают о своих личных интересах. Государственных, может быть, своих личных государств, каждое своего. Но никто не думает о каких-то бедных, голодающих людях, тем более это не решает той проблемы. Если там, не так остро ставит эту проблему, если зерно не вывести. А его любыми путями, конечно же, в таком количестве как-нибудь да вывезут. Русские, в конце концов, своруют и вывезут. И голодные люди не умрут в Африке. Конечно, это все фигня, как, если говорить как есть. И так вот, Шредер говорит, нужно расширять этот формат. Сегодня Путин с Эрдоганом встретились в Сочи, и этот формат они расширяют, как мы видим. И что нам сообщает «Голос Америки»? Я вам сейчас скажу. Я это у себя выкладывал, друзья, и сейчас я вам это тоже прочитаю. Вчера перед встречей, сегодняшней встречей, «Голос Америки» нам сообщает, что в Сочи пройдет встреча Путина и Эрдогана. На повестке дня будет только что заключенная сделка по вывозу украинского зерна. И так между делом, а также поддержка России нового турецкого наступления на силы сирийских курдов. Что волнует меня как чеченца? Да, что меня волнует? Да, там, меня, конечно, мне все жалко и так далее. Ну, в первую очередь, конечно, меня волнует, что будут делать чеченцы в этом случае и куда нас могут опять втягивать. Первое, что здесь можно сказать, с курдами мы никогда не воевали, курды никогда нашими врагами не были, никогда мы про них не слышали, они не слышали про нас. Мы жили, каждый боролся за свою свободу и мир, их видение своего мира, за свою культуру, за свою самобытность и вообще хотели как-то сформироваться как государство. Курдов очень много, их и в Турции живет очень много, они тоже борются. Их идею я, конечно, вот именно коммунистическую их идею, которую они, равенство, братство и так далее, она звучит хорошо, но на жизни она нереализуема. Ну, они вот борются, много лет борются, Абдаллах Аджалан у них был и так далее. Как мы все знаем, чеченцы тоже борются за свободу, ну, не от Турции, а от другой империи. От фашистской России борется. И давно уже есть предпосылки, что Чеченскую республику хотят, и вот эти мечети, которые настроены, очень этому будут способствовать в таком количестве. Россия на бюджетные деньги или на так называемый общак Кадырова или ФСБ, фонд Ахмада Кадырова, строили эти мечети. Но они строились не ради мусульман и не ради чеченцев. Это можно 100% сказать. Только лишь из одного факта, что ничего ради чеченцев и чеченского народа, ради мусульман Чеченской республики Ичкерия, ни одного шага вот это руководство в лице Путина, ФСБ и так далее, что дает команды Кадырову, не делала. Поэтому исходим из того, что для нас они ничего не делают. Только завладеть нашими умами, управляя нами через своих мул в этих мечетях, в разных районах нашей республики. И сейчас, когда Турция там воюет, и сейчас
И сегодня я вам сейчас покажу и это видео. Путин с Эрдоганом поговорили, у них сейчас встреча началась, обсуждение, и Путин говорит, ну там, за зерно спасибо, и то, что говорил Шредер о расширении формата, турецкого формата по этому зерну, уже как бы Турция в теме, они уже с украинцами разговаривают там, и так далее. Ну и дальше расширяемся, дальше начинаем обсуждение. Вот этот формат происходит. И Путин поблагодарил Эрдогана за то, что помог спасти голодающих людей в Африке. И, конечно же, сказал, мы очень много сделали для стабилизации в Сирии, ситуации стабилизации в Сирии. И, конечно же, мы это обсудим там и так далее, и так далее. Не знаю, что они обсудят, но если же они договариваются и становятся союзниками, по некоторым данным Путину Эрдогану мешает Асад, и типа он его хочет убрать и так далее, и так далее. Вероятно, хочет его убрать, но может и не хочет, не знаю. Но точно известно, что вот курды точно являются проблемой для Турции и для военных Турции. И получится так, вероятно, что нас могут снова втягивать со стороны ГРУ, российское ГРУ в эту войну. Они там присутствуют, они там работают. Сейчас, правда, их в Украину очень многих направили, ну, почти всех направили. Ну, конечно, контакты, связи, все у них в Сирии, все это имеется. И таким же способом можно задействовать разную свою агентуру. И фактически турецкие солдаты, турецкие спецслужбы, военная турецкая разведка и русская турецкая разведка, которая на протяжении всей русско-чеченской войны общалась, сотрудничала, делала свои разные для себя интересные вещи, будут сейчас тоже принимать уже участие. Это при том, что уже тут не просто убивали мусульман на Кавказе, русские, не просто там все остальное, уже в мире все знают, кто такой Путин. Знали-то и раньше, конечно, но уже вот это отброшены все эти лицемерные словечки, двойные стандарты и так далее. И даже на G20 с Путиным не фотографируется. И вот сейчас получается какая ситуация. То, что чеченцев могут втягивать в конфликт против курдов, меня вот это больше всего волнует, потому что нам не нужен враг в лице курдов, который будет нашим детям и внукам передаваться. А курды, как и мы, очень хорошо помнят все и упорно будут всячески нам мешать, нашим детям и внукам, имеется в виду, и припоминать нам все это будут. И вот получится ситуация, что мы можем быть потом в дальнейшем. Главное же начать только. Мы поубиваем курдов, курды поубивают нас. И вот потихонечку рекрутированных, народ чеченский, конечно, не пойдет против курдов, потому что курды не пришли на нашу землю. Но если чеченцы, они были там, уже воевали чеченцы против курдов, очень много погибло в Кобане чеченцев и в других местах погибли. И получится, что мы просто наживем себе врага абсолютно не в интересах, не в национальных интересах нас, не в наших национальных интересах это все делать, не говоря уже о вопиющей несправедливости, которую переживает курдский народ, как и чеченский, не может создать свое государство. В силу разных обстоятельств, у них другая чуть-чуть ситуация, но тоже они имеют право на свое государство, как все на этой земле. И чуть-чуть отвлекаясь, скажу, помните это выступление Такаева, где он говорит, что ООН 196 государств, а может быть их 500 там и так далее. Такаев вообще, кто такой, кому-то разрешать строить свои государства, будет хаос там и так далее. Если люди хотят построить свое государство, имеют землю, это прописано в международных законах, признанных, да, и
люди имеют право построить государство. Кто такой Токаев вообще? Потомственный КГБшник, который свой народ убивает. И вот делают, что там украинцам преподносят Токаева каким-то там союзникам или хотя бы интуитивным союзникам. Что абсолютно не так, там совсем другая была подоплека тому, что говорил тогда Токаев. Но не об этом сейчас речь. И вот сейчас ситуация разворачивается, что начинается второй минус, который происходит. Турция абсолютно не брезгует разговаривать с Путиным, Эрдоган не брезгует. В Турции есть турецкий народ, который нас поддерживал всегда, который мы любим и уважаем. И чтобы меня тоже правильно поняли многие турки, азербайджанцы, вообще тюркоязычные, которые очень сильно поддерживают иногда Эрдогана, слишком сильно иногда поддерживают. Но он для них, в принципе, и старается. И он делает это не для Путина, чтобы тоже было ясно, конечно же. Он это делает для турецкого народа, для предстоящих в следующем году выборов, как любой политик. У него и двойные, и тройные стандарты. Ну и одновременно, как мы знаем, пока сил нет у России, Эрдоган на Горном Карабахе, Азербайджан, Эрдоган наводит порядок, восстанавливает конституционный порядок в Азербайджане, что в принципе это правильно, очень правильно. Но мы должны понимать, что сейчас Эрдоган в интересах Турции может начать договариваться, очень сильно договариваться с Украиной. Если Путин, допустим, на Горном Карабахе Путин уже ничего не может там сделать, уже все, сил нет, украинцы всех там уничтожили, все силы выбили, почву из-под ног выбили, силы-то есть, но они сейчас заняты в Украине. Если они сейчас начинают договариваться, то проигрывает Украина. И сейчас под самыми там благовидными предлогами начнут говорить, что вот надо, погибнет, Гудков ведь говорит, либо вы соглашаетесь, Путин уходит, Патрушев или кто-то другой там становится из Гибнюков, они уходят, и одновременно заканчивается война, либо погибнут десятки тысяч, говорит Гудков, тысячи людей погибли. И что, в принципе, вероятно, они будут, скорее всего, российские десятки тысяч, потому что в противном случае бы своих людей они бы не считали бы. Они как бы говорят об украинских десятках тысяч. Война есть война, но если сейчас не остановить и не закончить стопроцентной военной победой Украины над фашистской Россией, то этот конфликт, что государство Украина переживет еще раз этот момент нападения России, и еще и снова будет. Потом Крым не вернется, русские будут забалтывать и так далее, и так далее. И победа, которую украинские воины сегодня вырвали фактически, практически никто не верил, да, что они выкарабкаются из этой ситуации. Они переломили ситуацию, стабилизировали ситуацию и теперь уже абсолютно уверенно заявляют, готовятся и к разгрому полностью фашистской России. Поэтому вот такая вот нехорошая история случается, но из этого будет профицит. Бенефициаром, конечно, выступает Турция, лично Эрдоган. Но другой вопрос, что Эрдоган должен сделать, на каких условиях он должен договориться. В Украине сейчас могут многие разные предлагать условия, варианты, но кроме военной победы Украины, все остальное будет, проигрышем будет, фактически отложенным проигрышем это будет. Агентура, которая работает в Украине, которая здесь в Европе работает, вот я только что выложил фотографии, скриншоты с политика, как она там называется, про путинский, про вот этот
Как он же называется, популярная политика. Откровенно такие же работают, потом ГРУ работает и активно, усиленно проводит свою работу, и им еще выплачивают гранты. На Кавказ реалии 100% сидит какой-то крот, который выступает против только лишь про Кадырова, вот эту тему постоянно, хотя мы столько уже говорили, объясняли, все равно наглую проталкивает свою эту, сейчас чуть-чуть подуспокоились, но иногда, или может уволили его оттуда. В итоге они пиарят там ФСБшников, ГРУшников, блогеров там разных, которые появились, да, и неплохо себя чувствуют. В Украине, если же сейчас армия, раньше в Советском Союзе, советская армия, она была противовесом этой КГБ, и она как-то сдерживала. И КГБшники внедрили тут везде в руководство своих кадровых офицеров в это вооруженные силы. Ну и при всем при этом все равно сила, мощь была у военных, советских военных, потому что столько денег выделялось, там Брежневых к ним прислушивался и так далее. Сейчас же ситуация в Украине приблизительно такая же. Сила украинской армии, она поднялась, даже авторитет, скажем так, сила-то она и раньше была, но вот авторитет и влияние украинской армии поднимается уже выше СБУ, хотя украинскую армию уничтожали, и ФСБ, руководство все были, ну не все самые главные, там может быть и все были, если там самый главный был руководитель СБУ, то, наверное, все руководство, других он там, наверное, не оставлял, выживал, убивал, подкупал, может еще как. Ну вот, сейчас единственный сдерживающий фактор, ту агентуру, которой очень много в Украине, это украинская армия. Вот люди, которые настоящие патриоты, вот люди, которые реально не на словах, а на деле доказывают, что они патриоты Украины, сражаются, гибнут, получают увечья и так далее, и так далее. И продолжают. Украинский народ, который поддерживает свою армию. И вот этот козырь этой армии, ее авторитет после начала переговоров, все будет нивелировано, все будет, не все, или большая часть будет опущена, и их опять не будет. И так их не слышно, там, или за редким исключением кто-то где-то появляется, говорит, у них там есть, но они сейчас набирают эту силу, именно военные, украинские. Ну вот на их телевидение посмотришь, украинское имеется в виду, посмотришь на их блогеров некоторых, смотришь, ну вот, ну на телевидение, скажем так, блогеров я особо не знаю, кроме вот некоторых, с которыми общаюсь. Поэтому вот такая вот ситуация разворачивается. Плюс, в общем целом, сейчас русские ФСБ и ГРУ, руководство фашистской России, хозяева, дворяне, скажем так, дворяне слишком будет, ну, холопы тогда их назовем, слишком будет комплиментарно для них. Они поверили, что Россию будет разваливать. И есть такой КАЦ, за которым стоит Измайлов из «Новой газеты», это ФСБ, как мы понимаем, Лебедев. Есть другие разные товарищи, вот как вот этот популярная политика, там и разные Миловы и все остальные. Эти люди фактически поняли, поверили, что развал России может происходить. И теперь усиленно, если вы заметили, идет нарратив того, что развал России – это страшная война. Об этом говорил Гудков. Сейчас я смотрел этого КАЦ, давно не смотрел, но мне вот YouTube рекомендовал, увидел, или где-то в Фейсбуке увидел, не помню сейчас, я увидел и пересмотрел и удивился. Абсолютная, стопроцентная ГБшная пропаганда, таким измайловщиной попахивает от этого материала.
рассказывается, что Россия, Советский Союз это огромное милитаризированное, самое огромное количество оружия было и так далее, и так далее. Это намек на то, что будет война всех против всех. И потом рассказывает этот Кац, что когда разваливался Советский Союз, не было вот этой большой войны, всех против всех, там чудом просто удалось избежать этого, и вот Путин не воспользовался всем этим, а вот теперь произойдет и будет война. И они пугают войной. На самом деле они войны не боятся, если бы они боялись войны, они всегда бы не воевали бы, и не способствовали бы этим войнам. Они боятся развала своей фашистской России, и даже этого они не столько боятся, сколько того, что они останутся не у власти, а некоторые, большая часть их, которые замешаны в тяжких преступлениях, будут нести ответственность. И их террористическая банда будет нести. И они лишатся пенсии, кто не сядет в тюрьму, подвергнутся люстрации и так далее, и так далее. Поэтому они всячески пытаются сохранить. И вот нам рассказывает Кац, что красной линией, нитью проходит в его разговоре, что очень много оружия, что надо как-то решить этот вопрос, чтобы Россия не развалилась. Надо объяснить, что вот-вот Россия развалится. И одновременно с этим, как я вам сообщил, вы видели, в Вильнюсе сидят популярная политика, вот этот канал, это Навальнята, которые получают гранты 100% от западных стран. И фактически открыто дают объявления, ищут таланты, ФСБ ищет таланты. Практически в наглую, открыто ищет таланты. Причем ведущих посадили, наверное, с белорусской или с украинской фамилией, или с польской и с грузинской фамилией. Ну, это просто два исполнителя, вероятно. А так, вот такие вот дела идут. Давайте об этом поговорим, друзья, обо всем. Задавайте ваши вопросы, распространяйте ссылку на наш стрим в социальных сетях, везде. И пишите ваши комментарии, друзья. Пишите ваши комментарии. Так. Почитаем ваши... Так. Сюрдикер массу маршволь. Ва алейкум ассалам. Приветствую, чат. Так что с курдами? Турки убивают, как и армян, или нет? Интересно будет послушать. Ва алейкум ассалам, Фархот. Ну, я не знаю. Армян гасят вот сейчас на Горном Карабахе. Сейчас у них идет конфликт. С курдами он тоже идет очень давно. Так. Ассаламу алейкум, вараматуллахи баракату, и сестры, братья и сестры, вам от казаха из Казахстана. Ва алейкум ассалам. Так, скажи, пожалуйста, как КГБ допустила выход республики из состава СССР, если они давно уже у власти? Выход республик из состава СССР. Ну, знаешь, об этом я неоднократно говорил. Советский Союз не разваливался бесконтрольно. И гибнюки, которые возглавляли каждой республике, они остались у власти. И Советский Союз фактически он не развалился. Страны Балтии, они, конечно же, сразу же вышли. Это были два самых непримиримых и имеющих хорошие возможности и связи с Западом государства, которые сразу же вышли. Остальные страны, по большей части, остались в том же КГБшном поле зрения, и СССР как таковой не развалился. Произошло переформатирование государства для того, чтобы из колхозной экономики войти в цивильные фондовые биржи, западную экономику и так далее, и так далее. Кстати говоря, сейчас они хотят выйти и говорят, что это их порабощает, что они колония, вот Федоров рассказывает. Поэтому они были вынуждены это сделать
потому что они много что сделали, абсолютно много что. Ядерное оружие, химическое, биологическое, очень много было отдано под контроль Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки и так далее. Они были вынуждены сделать из-за того, что они уже не побеждали, они понимали, что просвета никакого нет, в Советском Союзе не осталось ни один человек, который верил в лжи. И вот таким образом удалось. И если ты увидишь, если ты посмотришь на республики, которые остались после совка, кому-то удалось сделать какие-то реформы, отодвинуть определенной степени гибню от власти, но кому-то вообще это не удалось сделать, они погрязли в этом, у них власть передается по наследству или от гибнюка к гибнюку, и вот таким образом они существуют. Путинская власть — это террористы, с ним никаких переговоров. Да, именно так. Вальдемар, приветствую тебя тоже. Витаю, мой дорогой Аслан, жду твоей трансляции. Ты называешь русню саранчой, но они гниды, клопы, живущие на ворованных диванах дворян с 1917 года. Витаю вас, Светлана, спасибо большое за комментарии. И я согласен с вами, я прочитал вчера, по-моему, это было в стриме в ТикТок, сравнение с саранчой, русней, и повторил это. И я согласен с вами, вы, как и Джахар Мусаевич Дудаев, сравниваете с гнидами и клопами. Я с вами согласен, именно так. Ассаламу алейкум, салам маршал, дуа алейкум ассалам. Асламбек, Нохчи, Чераи, Шаверга, Машуэль. Гибнюки под видом мул джихадом называют войну Путлина, говорит Фархот. Да, Фархот, именно так. Путин брал все позиции в Сирии и в Карабахе, говорит. Но если Путлер и Эрдоган станут союзниками, вполне возможно будут гонения ичкерийцев в Турции. Ну, там знаешь как на самом деле, ситуация какая, гонение-то ичкерийцев, ну, независимо, да, которые не сотрудничают с турецкими спецслужбами, которые не имеют с ними какие-то свои завязки, они могут подвергнуться, вот, независимые, вот, приблизительно как мы люди, они могут. Но с другой стороны, Турция это демократическая страна, правовое государство, поэтому в этом плане будет делать, на самом деле там суд независим, и поэтому не так легко будет. Ну, конечно же, ничего хорошего в том, что Эрдоган заигрывает с кровавым диктатором Путиным, ничего хорошего я в этом не вижу, ни в будущей перспективе, ни в ближайшее время. Вот то, что просто даже картинка на G20, западные лидеры не стали фотографироваться даже с Путиным, а Эрдоган приехал и так далее. Ну, посмотрим, что вытянет из Эрдогана Путин. Потому что Путину нужна... Ну, и Эрдоган что из Путина выводит. Они два, на самом деле, одинаковых психотипа, которые каждый пытается объегорить другого, чтобы поиметь какие-то свои дивиденды. У Эрдогана для Путина есть еще миллион ятаганов, чтобы вонзить их в репу. Вообще, главная моя задача от сегодняшнего стрима, что мне пришло в голову, главный нарратив, который я хотел донести, он заключается в самом названии, что курды не являются нам врагами, и чеченцы никогда не должны каким-то образом, никак, представляясь чеченцев, они могут служить в турецкой армии, они могут служить там в американской армии, где угодно, и это их право, но представляясь чеченцами, от лица чеченцев, чеченского народа, с курдами, говорить даже, да, нам это нежелательно. Потому что появится, вот увидите, уже появился, ну скоро, я думаю, Ахмед Закаев начнет, или этим я, может быть, смогу не вывести это вперед на сцену, да, союзный какой-нибудь договор, который будет между Кутаевым и Закаевым, да, поэтому, как известно, Кутаев
бывал в Турции, и я думаю, не просто так он там бывал. И нам есть группа, смотрите, в чеченском обществе есть группа, которая подчиняется ГРУ. ГРУ, ну это так, условное обозначение, военным. Российская армия, в Чеченской республике, вообще на Северном Кавказе они имеют большое влияние, потому что очень много работы проводили в целях установления российской власти на территории Кавказа в целом, укрепления этой власти и Чеченской республики Ичкерия в частности. Есть путинский человек, как мы знаем, Кадыров Рамзан, и они, каждый работает на величие, на усиление, на целостность России. Вот в этом направлении двигаются. Развал России для них это самый кошмарный, страшный сон. Кутаев об этом прямо говорил. Его, я думаю, если сейчас не отложится это публичное объединение или встреча какая-нибудь, вероятно, может быть, что начнется какой-то диалог или идет диалог, ну, публично. И нам начнут объяснять, что нам нужно договариваться, мы все братья там и так далее. А на Западе, если это все увидят, они скажут, ну это ваше дело, ребята, это не наша юрисдикция, занимайтесь своими делами, мы будем работать с тем, с чем имеем и так далее. И чеченский народ, положивший 300 тысяч на алтарь свободы жизни своих граждан, останется, может быть, даже это будет как-то юридически, формально оформлено, что мы как-то это, но останемся под контролем российских спецслужб, в том числе военных российских спецслужб. Да. Так, да не, некоторые украинцы уже многие поняли, что Катаев актер Путина и все по сценарию было. И то, что Катаев на ДНР не признал. Ассаламу алейкум, Аслан. Такаев, ты, наверное, имел в виду, Фархот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Ури, Машуэль. О, Шаверга. Аслан, может, не стоит наезжать на Эрдоган? Он очень хитрый, он может ведет свою подковерную игру в Турции. Много чеченцев нашли приют от русских. Исаак Шмулевич, я не наезжаю на Эрдогана. Я просто, как публичного его человека, обсуждаю его действия. Во-первых, я на личности не перехожу, я его никак не оскорбляю. Это раз. И мне абсолютно нет такой цели оскорблять кого-то. Кроме фашистской России, банды ФСБ и ГРУ. Вот являются нашими врагами. Других врагов у нас нет. Но если какие-то люди заигрывают с нашими кровавыми многоликими врагами, я исхожу из того, что выгодно чеченцам. Я не политик, я не влияю на геополитику, ни на что в этом мире политическом я не влияю, поэтому я высказываю свое мнение и всячески пытаюсь предупредить негативные последствия для чеченского народа. Меня волнует, вот это моя единственная цель, для того, чтобы чеченский народ приобрел свою свободу и наказал виновных в геноциде, в убийстве 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия. Это моя цель, которой я следую. И меня всяческими за это время пытались сбивать с этого пути, чтобы я принципиально придерживался этого и буду придерживаться. Эрдоган это будет, Джордж Буш это будет, или я не знаю кто там, Байден это будет и так далее. Я обязан это делать, потому что это то, к чему я вижу помощь для своего народа, скажем так, да, без многих разных эпитетов делал. То, что Эрдоган хитрый, в этом я уже давно понял, но мне важно, чтобы Украина победила на поле сражения, потому что я знаю, что будет, если они договорятся. Я уверен просто в этом. Знать я не могу, я уверен в этом, что произойдет в случае, если украинцы договорятся, не освободив Крым и так далее. Все, что могли, русские против них сделали. И сейчас вот это мои слова ни в коем случае не подливают масло в огонь. Огонь горит так сильно, что
Ни одного масла там уже не нужно, просто там уже и так все нормально. Поэтому вот как-то так делал. Путлер на авторитете Советского Союза запугивал Запад. Примерно так же, как Дыркин на авторитете ичкерийцев. Массарга доксала машалду Украина тулам ночью машу рэскшана рэзгишна через и перемогов будет за Украину иншалла. Дал мула. Джагар Машой. Так, на самом деле мы знаем, кто Путлер и Кадыркин. Да. Так. Завильный Кавказ, салам алейкум, разом переможем. Файтер, алейкум салам, приветствую тебя. Почему большинство так называемых русских немцев поддерживают Путина, хотя живут в Германии, наслаждаются демократией? Я, как украинец, рожденный в Германии, всю жизнь с ними сталкиваюсь, удивляюсь. Это к ним вопрос, к ним. Радио Свобода, Кавказ Реаль, это кремлятские кузнечики, всякие медузы и моросящих дождиков. Да, Джахар? Агентуры там много. Есть русский орк, но есть еще и русская орка. Файтер, курдов, как украинцев, примерно небольшой народ, без своего государства. Да? А знаешь, почему поддерживают Путина немцы? Потому что они в душе, в мозгу, телом, сердцем русские. Никакие они не немцы. Да, Исаак? Именно так. Именно так. Так, друзья. Алейкум Илпес, имя, фамилия. Ваш дуэль, алейкум. Асан черт ФСБ не дремлет и умудряется на каждом шагу. Да, научено. На каждом шагу нагадить, короче. Да, именно так. И знаете, очень сильно сейчас они завелись. Я смотрю, Фейкин уже в Украине эта агентура уже работает, не прикрываясь. Но она в Европе работает, открыто у них все нормально. Но в мире сейчас вообще вся мировая система меняется. И она будет меняться, вне зависимости от чего-либо. Это как большой поток воды, который идет, который остановить невозможно. Это цунами, который разворачивается. Как там будут изменения, так ли, как планируют архитекторы вот этого изменения, мне неизвестно, но то, что процесс пошел, и он неотвратим, и главными виновниками там будут Путин и террористическая банда ФСБ, в этом уже никто не сомневается. Единственное, там кто-то может выскользнуть, если хорошо под корягу заползут и тихо схоронятся. Но они, конечно же, будут пока пробовать все, что могут. Но мы должны... Я реально не успеваю по времени посмотреть. Бывают какие-то свои дела, я оставляю все, погружаюсь, тут надо все это посмотреть, послушать, где-то как-то оценить это все. Реально один я не справляюсь. Нужны люди, которые будут вместе собирать информацию, говорить об этом. А мы сейчас переключаемся, там кто-то там строит шариат, кто-то борется против ваххабистов, кто-то борется там за другие вещи. И мы отвлекаемся от этих вещей. Хотя нам нужно объединиться, в обществе должна начаться дискуссия, обсуждение, куда мы движемся, как мы движемся. А люди, которые непосредственно будут заниматься аналитикой, они должны думать не о том, чтобы победить там ваххабистов или победить каратист Кадырова, нужно думать о том, как уничтожить фашистскую Россию, то есть ее имперскую вот эту мысль, фабрику мысль, банду, террористическую банду ФСБ и ГРУ. Да, я иногда в недостаточной мере напоминал о ГРУ, теперь нужно это делать наряду с ФСБ, потому что очень активно они действуют и продолжают действовать. И это мы должны все запомнить. И их очень много тут в Европе развелось. Вот как-то так, Деон, как-то так. Это у вас флаг Литвы, да, Шаолинь, это флаг Литвы. Так,
Я думаю, с выходом СССР Русня с себя обязательства сняла. И у нас в 2 раза больше выскачивают все, что можно. Народы этих стран Центральной Азии, Кавказа чудовищно, считая некоторые монарх, как Рахмон в Таджикистане. Да, Фарход, именно так. Только чего стоит, сколько представителей Таджикистана, Узбекистана не так много, киргизов работают в Москве на самых низкооплачиваемых работах. Это очень нехорошо даже, мягко скажем. Российская армия стоит перед нокаутом. Путлер ищет переговоры, чтобы избежать позора. Да. Понял, Фарход, понял. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум да не машу. Так. Наши братья, видимо, пошли в телеграм-чат антитеррор ЧРИ. Да, к большому сожалению, они открыли телеграм-канал, в телеграм-канале чат. Но парни работают, не будем им мешать. Да. Они считают, что это принесет пользу. Каждый должен делать свой вклад. Кто сколько может. Кто как может. Так, за что боролись? Так. Единственное, Телеграм, Вайнху в Телеграм хую. Зря, конечно, да. В Телеграме именно, но там много наших оболваненных сограждан находится, видимо, поэтому. Так, друзья, за что боролись, на то и напоролись, называется. Это было закономерно, сами загнали, наконец, себя в капкан, а нам действительно нужно объединяться против зла, уже потом свои дела решать, свой путь демократии. Да, именно так. Неизбежно подобный договорняк приведет Украину к Хасавюрту 2.0. Да, Джахар, возвращаясь к тому договору между Украиной и Россией, да, это будет Хасавюрт 2, отложенное поражение, можно это будет назвать, как это Хасавюрт был. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Массерга. Российская. Так. Леди, я Мирон Гуджайц, имя, фамилия. Я Мирон Эцкуча. Итак, друзья, далее, что я вам хотел показать. Так, освободилась. Очередная вспышка насилия в Нагорном Карабахе, сообщает нам. Об этом я уже сказал. Голос Америки. Власти Армении и Азербайджана обменялись взаимными обвинениями в нарушении мирного соглашения, заключенного в 2020 году при посредничестве России. США и ЕС призывают стороны к незамедлительному прекращению огня. Вот как-то так, да. И пока вы собираетесь писать комментарии, я вам покажу одно видео. Я помню время, когда летал самолет над нами и бомбил. Это вертолеты, и самолеты помню, и артобстрел. Я хочу вам сейчас показать работу Хаймарс. И хочу просто рассказать, почему мне это нравится. Это убийство, это оружие, но это война, справедливая война, и оружие, добро должно быть с кулаками, а еще лучше, если оно с Хаймарсами. И как-то мы выезжали это было 6 августа 1996 года, выезжали из Грозного, тогда еще, и над Чернореческим лесом кружили вертолеты. Один вертолет заходил, видимо, корректировал, а второй стрелял. И они цепочка, по кругу они летали, не помню сколько было, может быть, не ошибиться, 6 или может 7-8 было, не помню. И стреляли с ракет, с пулеметов и так далее.
И беженцы, которые собрались, ну, которые должны были проехать этот лес, я был с отцом, с матерью тогда, еще с нами были наши соседи, много нас было людей. И вертолет начал обстреливать лес, там находились наши бойцы, по всей видимости, в лесу. И мы не могли выехать. И эти вертолеты бомбили, и приехала машина, у которой была женщина, у которой ребенок уже умер, и она сама тоже умирала. Маленький ребенок был у нее убит, она сама была ранена, и нельзя было проехать, потому что эти вертолеты обстреливали, и эта женщина умирала. И она, не знаю, умерла она или нет, но была в очень плохом положении, там в живот было попадание, ранение, и так далее, и так далее. И с тех пор, ну и тогда, и ранее, когда находился под этими обстрелами, я очень на них злился, скажем так. Я думал, вот этот летчик, который летит, если он мне попался бы в руки, я бы его голыми руками задушил бы просто. Потому что вот так, без разбору обстреливать, это было, ну, очень неприятно. Сейчас украинцы поймут, кто находился под обстрелами. Сейчас очень много, как в Чечне сейчас они применяют методы, просто заваливают бомбами, потому что точно попасть они не могут, и заваливают. Но в Украине совсем другая ситуация. У украинцев совсем другая. Они попадают точно и наверняка. И вот сейчас стоят химарсы, которые дают залп. Хороший залп дают. Приятного просмотра, друзья. Робота по супостату. Слава Украине, я могу только сказать на это. Слава Украине. Здесь что самое интересное, что каждая ракета, которая улетает, она практически со 100% попадает именно туда, куда ее отправляют. Что очень нас не может... Так, подождите. Это здесь у меня звук, откуда-то доносится звук. Вот так, Деон. Вот так. Привет из Литвы. Привет, Кестас. Приветствую. Приветствую вас. Так. Имя, фамилия, Хамза, Гилай, Машал, Дусюгер. Асан, Дейли, Салам, Машал. Макому, Озел, Тибо. Да. Да, если Украина обманется, как Ичкерия на Хасавюртовском договоре, я даже не хочу думать, что станет с Украиной, не дай Аллах. Но самое интересное, Джахар, ведь вопрос стоит не только в Украине, ведь Запад помогает, Ленд-Лиз, все это же не только делается ради Украины. Вот я не могу, не только даже, скажем так, это делается вообще не ради Украины. Вообще, да, это, как бы ни казалось это странно, это делается для себя. Все делают все для себя. Все остальное, да, декларируют, да, когда не так затратно придерживаются вот всех вот этих своих деклараций по принципам, свободе, правам человека и так далее. Но то, что сделали над чеченцами, до сих пор не сделали над украинцами. Ну, и в силу того, что помогали, и все, не справились и так далее. Ну, сделают, как ты говоришь, сделают 100%, если получится. Вся проблема
украинской армии. Просто вот вся загвоздка просто стала. Да? И они наверняка после того, как сделали, рекрутируют украинцев и пошлют дальше. И вот и Запад, и Европа в первую очередь. Вот у нас вчера в Берлине, или под утро сегодня, в 4 утра взорвали склад. И взорвали. Немцы не говорят, что это был теракт, потому что это фактически объявление войны. И для политиков, которые во власти, для них это удар по репутации. Вот почему вы с русскими не договариваетесь, потому что сейчас нас будут взрывать там, и так далее. Может быть, с этим связано, может быть. Хотя, если это сделали русские, конечно, об этом надо сказать. И не крутить, не вертеть. А то получится как взрывом с футбольной командой Дортмунд-Боруссия, когда Сергей Винергольд взорвал автобус и подбросил записку, что это ИГИЛ из Ирака. И сразу задержали иракца, сразу возбудили дело по статье терроризм. А на второй или на третий день задержали Сергея Винергольда из Челябинска. И потом отменили это дело и сказали, что это просто убийство, попытка убийства, массового такого убийства. Это. И никакой это не террористический акт. Хотя самый настоящий это террористический акт был. Это был акт устрашения, акт запугивания Германии и накручивания вот этой темы про исламский терроризм и так далее. Поэтому если же Украина проиграет, первая падет Германия, другие страны, потому что на них нападут, не падет, а нападут на эти страны. Не прямо вот военные, да, в НАТО нападать душка не хватает, как мы видим, уже умоляет помириться, там, переговоры там, и так далее. Будет на коленях стоять, без проблем. Россия станет на колени перед Украиной. Она ненавидит Украину, ей будет это очень обидно, но она встанет, потому что она Америку ненавидела. Ельцин полетел и встал, фигурально выражаясь, да, образно выражаясь. Господи, благослови Америку, сказать президенту страны, которая грозилась уничтожить эту Америку, и столько грязи на эту Америку вылила, что дорогого это стоило. Поэтому и перед Украиной станет. И с чеченцами подписали договор Хасавюртовские соглашения, а потом договор о мире. Не потому, что они там, это было им не обидно и не больно, а потому были вынуждены это сделать. А когда вынуждены, делают они, без всяких там этих своих выкрутасов. Поэтому Запад, если Украина договорится и эта война будет отложена, Запад тот, с кем будут иметь дело после Украины. Фашистская Россия будет иметь дело. И все силы, которые сейчас направлены против Украины, я имею в виду и ГРУ, и ФСБ, спецслужбы, они будут опять перенаправлены на Запад. И еще будет хуже ситуация, потому что у них появятся уже способные, смелые, умные украинцы еще в большом количестве. Почти столько же, сколько и самих русских. Поэтому это очень катастрофично для Запада, в первую очередь для США и Великобритании. И я очень надеюсь, что не произойдет этого. Я надеюсь вообще-то на Украину. Украину никто не может заставить вести переговоры с фашистской Россией, да, только если она этого не захочет. Разговор может идти полная деоккупация, по-другому никак. Полная деоккупация и привлечение виновных к ответственности. На этом нужно стоять до конца, как стоят украинские солдаты. Ну, посмотрим. И не только с Украиной, а станет вообще со всем миром просто. Так, да, мы это знаем, уже целая трагедия. Да, мы-то это знаем. Да, именно так. Да. Это исторический шанс всего цивилизованного мирового сообщества покончить с империей зла раз и навсегда. В свое время, если бы хаймерсы дали нашим бойцам, то Рашки бы уже не было бы. Да, Асланбек, не только даже хаймерсы. Хаймерсы это... На нашей территории они не такие были бы полезны, эти хаймерсы. Их было бы легко найти и уничтожить. В Украине это намного сложнее сделать, имеет тыл. Да, нам нужно было много чего. Запорожские казаки уже воюют против украинской армии. Это как?
Да не, как это? Что за запорожские казаки? Не могут запорожские казаки воевать против украинской. Значит, они не запорожские. Это кизяки, наверное, российские. Джохар Дудаев файтеру говорит: я клянусь Всевышним, тебе не передать то чувство, когда ты понимаешь на все 100, что украинский народ нагло обманывает те, кто сами являются вчерашними орками. Да, да, именно так. Где здесь писали, что Аслан прав, русские либералы, слишком много украинского эфира. Слишком, да, вот это был ответ Джохара файтеру. Да, именно я об этом и говорю. Ребят, мы их всех знаем, понимаете? Послушайте нас, прислушайтесь. Не ради нас, ради себя просто, понимаете? Нам какая разница там, есть по большому счету взять, да? Но это же вам нужно, в первую очередь. Что с нами, может, сделали, уже русские сделали. Наша территория оккупирована. Нас убили, перемололи просто, через жернова ада пропустили. Нам уже, в принципе, терять нечего. Вот. Мы и так не отстанем. Проиграет Украина, проиграет весь мир. Чеченцы от своей идеи свободы, независимости не остановятся. Поэтому мы можем это еще 20 лет делать, еще 50 лет. Какая нам разница? Мы чеченцы до тех пор, пока мы боремся за свободу. Не боремся, мы уже так, между прочим, получаемся. Так. Не соглашение хасавюртовская капитуляция. Абсолютно верно, Чилей. Когда я это сказал, я об этом подумал. Абсолютно верно. Это правильное замечание. Так, идея нации. Основа витаю. Витаю, идея нации. Так. Но этот тупой ехидный враг даже нормально открыто не может врагом назваться. Шуганный, как, например, Гитлер, несмотря на то, что он делал, воевал со всеми, и США реально угрозу видели, задавили жестоко. Но Гитлер был опасен тем, что он мог всю Европу захватить. А договор со Сталиным был о том, что они вместе побеждают европейскую страну, которая возомнила себя каким-то великой нацией, расой и так далее, и представляет реальную угрозу. И представляли, они же завоевывали, не просто так они объявили, что они великая нация в лице австрийца Гитлера, и после этого они решили, что их нужно завоевать. Нет, это они напали, они начали, и тогда был сделан выбор между двух зол. Но я считаю, что Сталин был большим злом, чем Гитлер. Выбрали меньшее зло, а с большим злом победили меньшее зло. Ну и потом долго-долго кровью харкали из-за этого поступка тогда. Надо было додавить этих тоже тогда. Просто все были уставшие и не было, видимо, сил. Аслан не сказал Хусейн, что подписчики истосковались посреди Исхана, говорит, имя фамилия. Нет, я не связывался пока с Хусейном. Дайлмула. Таган Эйду Костюк после стрима. Если он меня не смотрит, а если смотрит, то уже Эллукон. 400 лет боремся, еще 20 лет поборемся. Дайлмула Асабек. Ца проблемять. И еще 400 лет Асабек. Вот проблемять. Украине надо искать союзников по развалу Рашки. Да, файтер. Только так. В оккупированной части Запорожья украинцы, казаки перешли на сторону русских оккупантов, фашистов и воюют против своих собратьев из ВСУ. Да нет, ты про это. Ну, те, кто оккупированы, они там же есть. Много-много там есть. Огромное количество ватников. Ведь и Крым, и Донецк, и Луганск, мы говорим, конечно, что там это не воля народа, что так и есть, не какая-то не воля народа, конечно же. Но при всем при этом нужно понимать, что определенная часть ватников там присутствует, и они хотят быть за Россию. Другой вопрос, что они делают в Украине, не убираются к себе в Россию, помогают своим собратьям, сородичам захватывать страну, в которой они жили, растили детей, сами выросли и так далее. Ну, предательство, чисто так, чисто по-орковски. Так, тот день, когда чеченец перестал думать о свободе, это уже не чеченец, говорит Джохар.
Да, но Аслан, любители тузика недавно говорили, что я это ты в комментах. Было смешно над ними угорать. Ну, их задача просто как можно больше лить грязи, напоминать. Там тролли у него сидят. Нету никаких любителей тузика, только, может, малолетки какие-то. Да? Если помните, у Адата, вот этого канала, модератором был парень, помните, который там был? Вот приблизительно такие люди, которые запутались вот в этих разных вещах, молодежь там разная, уже Тузик, уже все знают, кто такой Тузик, уже там никто даже не обсуждает этот вопрос, да. Единственное, некоторые люди пытаются, видимо, не брезгуют, видимо, не пахнет им, продолжают там с ним общаться, ну посмотрим. Вчера голосовой чат пропустил антитеррора, говорит. Он на ютубе есть, можешь послушать его. Я, кстати, его тоже начал слушать, не дослушал, отвлекался. Кость Кешта. Удобно бывает, наушник ставишь и там делаешь свои дела, не смотришь, а слушаешь. А когда новости какие-то, надо картинку видеть, а когда вот люди разговаривают, удобно, когда можно послушать. Кость Кеш, чеченец никогда не будет унижать свой народ перед рабом. Как можно унижать народ, как это Кадыр заставляет чеченцев извиняться перед рабами, говорит Кость Кеш-то. Ну, Кадыров хочет выслужиться, потому что он подхолопный. Фархот Файзула, 100 тысяч процентов прям мысли синхронизировались. Надо было тогда коммунизм и нацизм уничтожить, но сегодня делаем начатое, иншаллах. Не знаю, делаем мы это или нет, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, Ури, видимо, сейчас идет голосовой чат у антитеррора, да? Ицахасу. Хагуллу цути муц. Хагуллу цути муц. Маджоникио. Шведский петух любит обманывать быдло, говорит. Ну, только, если честно, уже нормальные люди уже там не остались, которые чуть-чуть хотя в чем-то шарят, которые, не знаю, он любит врать, это рожден, чтобы врать. Так, Аслан, Шулипа на брифинге в Киеве сказал, что Украина пострадала от войны больше, чем Чиреи. Как ты думаешь, ведь это, мягко говоря, неправда? Чиреи, это да, мягко говоря, ты прав. Это, мягко говоря, неправда. Конечно же. Представитель, ну там на чем-то, наверное, основывалось, он там какие-то там темы, там книги писал, там рассказывал, как много Путин убивает людей за границей, так врывался в этот антипутинский мир. Но мы увидим по поступкам их. Слова есть слова. Куда будут вести, будут, например, не знаю, насколько это соответствует, я не проверял даже. Алла Дудаева сказала про этот форум, ну тот, кто следил. Я просто не смотрю, я уже сделаю вывод, если я о ком-то. Мне это уже дальше не интересно. Да, если мне нужно этим заняться, я буду этим заниматься, этим вопросом и делать. Но если я вижу, откуда ноги растут, и человек не независим, или группа лиц не независима, то я просто отмечаю для себя это и дальше иду. Потому что не хватает просто на всех заниматься, смотреть, читать и так далее. И я понимаю, что ради чеченского народа эти люди или эта группа лиц не будет ничего делать. И я делаю вывод. Поэтому, когда вот прошел вот этот, и я могу это назвать имитацией. И вот я смотрел Аллу Дудаеву на украинском телевидении, и там показали, что там Чечня, как рассматривается часть России. Я не вдавался в эти подробности, но я ничему новому уже этому удивляться я не вижу. И Шулипа и другие товарищи, которые будут всячески принижать нашу позицию для каких-то своих целей, но это будет происходить, я в этом не сомневаюсь. Вообще нам нужно
есть свободные, здоровые лица, силы есть у нас. У нас есть независимые, абсолютно независимые силы у нас есть. Хусейн Исханов. Вот сейчас мы телеграм-чат антитеррора обсуждали. Да, мы с ними разошлись в разных моментах, в одном вопросе. Но это наши независимые, мои товарищи, мои соратники, мои напосты. Есть, я не хочу просто называть имена, фамилии, потому этих людей-то мы все уже знаем, да, есть порядочно этих сил есть. Нам нужно как-то мобилизоваться, собраться, разделить роли. Нужен лидер, который будет, например, лидер я это же от себя говорю, не потому что мне там кто-то что-то сказал, я сейчас там назову там, какую-нибудь фамилию, они скажут, вот этого надо уничтожить, короче, еще что-то. Поэтому болба бисквай, да, болба биск, самдол диз, методол диз, диалогию диз, ночи оманюхи, дакайкта диз, вая демократически правовой ичкери юшун, вая цанат ам юқи хиклушту богшту, лума юқи марьяхтитлаш вая. Украина баш вадук батальон Шаяр Мансурай, муслим Чуберлойский, Иса Мунаев, Адам Асмаев, Инсуал Иса Амдал Декалвай. صارت أمي حديل تخو قزع دو تخون ناخ إيش بوش يا إنت قيق شبات شان نأكر بلو شوك حول كورة موي تحمو بايما تسويش حقي извините я немножко переключился цани قيق إيش مداتي просто طبعا سان توامباليش سو مات цани سو مسلم كريرو آدم كريرو سان إيشك سون كراويرو سو цанти кочеру сун зиса желание се ела وي توامبا بيز وي هردا ديز بوشرا из да, суд хочу, прокуроры, банок, храмаду куза, баряс, идук, короче говоря. Way, harda this word, üç да, which вегу, агентур хурмаютик, хатат бельна хабош муналь. Да, агентура попрет, да он. Например, по-моему, Адам Арбошуксу Асмаев, Бог, شو حدا يحكي تقول شو تلا تشون جيرز دلات пока тарунш этунш бачун боцу фактически даже он пока собор ди боц потому что агентура клюш мауиш а лерлу шу qirам мадальца просто хайн ташабях бахай моста хайн юхи болотия отцу ханлам он усту ну короче ёк проблем шел шумду вы короче سمخل ديس قوي диалог ли дит дизой нах вой том бар юхидит мегардачон вой нохчи чуаишт адам гаттара том балу швекши лу давахчани вол правовой ичкери бики не бат дудави не не бачуной дудая свой хакодин хлбол не и выход из дик бой губуется дуку губум шахл мекцуюка но выход и цабият dan shi sada del tune ta qiyatam bosh дукку бог qiyatam bosh крисагма уйцек. Ладно, перехожу на русский. Аснат, там контингент, у которого самый пик интеллекта, это вопросы типа, а кого мы, когда мы установим сажат, мы разрешим носить желтые носки. Аснат, будем держать тебя в курсе. Я говорю, да, друзья. И еще, я знаете, что хотел сказать, друзья? Вот, нам нужно вот, начать, вот, кто бы мог, вы пишите комментарии, очень хорошо вы делаете. Да если бы вы делали какие-то заготовки, например, взяли бы, смотреть русских вот этих агентов, которые здесь работают под видом русской оппозиции. Я не только к чеченцам обращаюсь, я к всем. И если бы, например, вот у нас сегодня идет стрим, или же мне вы можете присылать какие-нибудь там ссылки, направления, в каком направлении мне посмотреть. Я просто иногда просто физически не успеваю все это посмотреть. Да. Или здесь во время стрима вы, например, мне там присылаете и говорите, смотри, этот, вот этот, вот этот. Вот как я вот, например, сделал скриншот, где вот политика
вот этот якобы оппозиционный, так называемый, вот этот популярная политика канал, они начали, ну, вот приблизительно смотреть, где они. Они у нас уже, большая часть из них, они находятся в зоне недоверия, да, в зоне подозрения они у нас находятся. И вот мы их должны над ними работать. Было бы хорошо, если бы вы все принимали участие и отмечали некоторые вещи, вот, которые вы отмечаете, и мне сюда вот сейчас во время разговора у нас это происходило. И было бы хорошо, если бы мы совместно это делали. Телефонный террорист из Турции гребет все под одну гребенку. Муртадж, душу бог. У них что там нет принципа презумпции невиновности. Интересно. Так, конечно, говорить сколько людей, столько, поэтому у вас они тоже в чем-то разнят, но в одном вы все едины, идеи свободы своей страны. Да, Фархот. Так, Закаев за отряд спецназа особого назначения. Кто может, вступайте в ряды, кто не может, помогайте финансово. Знаешь, создание отряда спецназа, это, конечно, хорошо, но это мне напоминает межвоенное время, когда чем больше у тебя штыков, тем ты главнее. И сейчас вот эти особый полк, там, как он там называется, отряд спецназа особого назначения там, и так далее, это, конечно же, было хорошо, но с другой стороны, это будет таким рычагом управления. Там, ах, ты не признаешь меня как главу, будем с тобой разговаривать, будут отправлять молодых людей, против которых я не смогу применять все методы, я имею в виду и себя в том числе, ко мне тоже это, наверное, потому что я не согласен с тем, что эти люди делают. Я не смогу к ним применять те методы, которые, то есть все методы, дозволенные мне законом Германии, против тех людей, которые стоят на тех же позициях, что и я. Если это были подрусские, подхолопные, или же это были бы холопы сами, это такой другой разговор. Там полный вперед. А с этими как разговаривать? Особенно если пришлют молодых каких-нибудь ребят, которые вообще не понимают, что они делают. Хотя и оком связи держать вируно. Хотя оком связи держать. Мегарду имя фамилия Баркал. Мы не семитские племена бедуинов, но Чирилк кодекс, говорит Асамбек Туте. Так, они вообще в дебрях. Турецкий гамбит. На форуме не указана Ичкерия как территория России. В третьем пункте она стоит как потерпевшее государство от агрессии наравне с Украиной, Грузией, Молдовой и Сирией. То есть под это видео, Халдаца, сбрось ссылку на это, если ты сейчас это смотрел, я почитал бы это. Хагулу тут валлахи ди соунах хекал долшер из хумш ладу армадат. Вот, и баду. Сюрди крышу массеря вечер, добрый всем. Евгений, ты по-чеченски заговорил. Аслан, ты как думаешь, Запад заинтересован в развале РФ? Я сам думаю, что с 90 ничего не изменилось. Западу развал РФ несет большие неудобства. Я думаю, есть группа, я считаю, что, может быть, это мой самообман, я просто надеюсь на это очень сильно. А если я во что-то верю, я это верю, как будто это уже случилось. Поэтому, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав. Но и есть опасения у меня, я понимаю, что, Евгений, то, что ты говоришь, это вполне может быть, и не дадут ему развалиться. Вообще, вот эта миллионная армия стукачей, вот у Гибни, это очень полезный такой ресурс, который они через Гибню будут использовать для контроля, как это было после так называемой развала, переформатирования СССР в СНГ. Я знаю, я думаю, я
уверен, наверное, в этом, что здесь есть силы, которые понимают прекрасно, что Россия это угроза, не будет никакого цивилизованного в мире спокойного развития для цивилизации человечества, пока существует банда КГБ, ФСБ и ГРУ, добавим, и пока существует вот эта тюрьма народов. Но не может быть. С другой стороны, есть люди, политики, люди, они циничные, расчетливые, которые считают, что если будет Россия вот в таком состоянии, в котором она сейчас уже открыто она себя, она же такое была, то для Америки, для Запада, с другой стороны, хорошо, потому что на их фоне все будут, все познается в сравнении, как говорится, соблюдающий права человека, более-менее гуманный Запад, ну он не более, он на самом деле гуманный Запад, просто он за свою юрисдикцию просто не выходит и ну, озабачивается просто и на этом заканчивает. Ну, закон есть закон, как говорится. Им это, короче, моя больная тема. Поэтому я так думаю, с большей вероятностью я считаю, что Запад заинтересован. Вот мое мнение, что Запад заинтересован. Но есть силы, опять же, которые... И сейчас русские будут ведь предлагать. У русских слишком много позиций, по которым они могут предлагать, даже те, которые сейчас даже не представлялись. Буквально вчера про Нагорный Карабах никто не думал. Но в 2020 году Турция, Азербайджан при поддержке Турции освободил свою территорию. Сейчас дальше продолжается. Это же будет продолжаться. Если есть возможность, дальше идут любые страны так действуют. Поэтому, ну не знаю, посмотрим. Я буду делать то, что я могу делать. И чего бы это ни стоило нам. Да, мула. И это всем будет полезно. Всем. И в том числе русским. Но они этого еще пока не поймут. Потом поймут. Когда все изменится. Да. То есть, верно, я тоже видел, стоит отдельно в ряду независимых государств. Хорошо, проверим, да. Если будет, скиньте ссылку. Так. Евгений Сун, Хульсюрдик, Маш Войло. Маш Войло, говорите, Евгений. Джахар. Так, друзья, я полагаю, я все сказал, что хотел сказать. Может быть, я вам сейчас тогда покажу что-нибудь. И я бы хотел показать видео Юсупа Тимирханова, как вы видели, наверное, на нашем канале. У меня с ютубом творится разное, да. Похороны Юсупа Тимирханова. 5 августа 2018 год. Аллаху Акбар! Так, да. Ассаламу алейкум, Асан. Консул Ичкерии назначен Закаем законный ФСБ, и он это не скрывает. Как это? Свобода или смерть? Алейкум ассалам. Свобода или смерть?
Я не знаю, как это. Консул. Соконсула мати. Я виноват. Джахар и латиницей я шел, ханился. Но приятно читать. Да, надо привыкнуть только. Особенно он пишет с этими буквами не совсем понятными нашему. Привычные, скажем так. Да, сидойль низ кьетерн. Политика гала ду ишт амелдар. Ой, бех бах метк цабитер войн. Так. Юсуп Оман Турпалхо, да. Эти кадры вызвали повышенный спрос на памперсы в Кремле, говорит Евгений. Так, оттамая чела цигар масерга. Ночью он сразу оттамат тагил. Вежери Кадыров предал свой народ Боудош. Надах Дизер, чеченский народ не принадлежит Кадырову. Из ночи Вацер предал чеченцев Эльч Нисхирду. Мегердут, ну, чеченцев. Разницу. Поправляете, считал. Нисхир, нистек, нисэлэр, дикду, потому что терминология имеет огромное значение, вежели. Самое важное на гюйтише терминологию. Сперва было слово, сперва обозначение, боевик ты, террористы, исламисты, и после этого уже дальше идет. Поэтому, конечно, нам нужно правильно применять терминологию. Так, свобода или смех. Как говорится, держи друзей ближе, а врагов еще ближе. Ну да. Или надо врагом стать, да? Перевоплотиться в него, чтобы вообще быть, войти в их структуру, да, чтобы стать вообще в их систему, чтобы стать вообще надежным, чтобы близко быть с врагами. Да, и смех, и грех на самом деле. И смех, и грех. И никто не собирается останавливаться, самое главное. Пока не останавливать. Нам нужно будет останавливать его. Нам нужно будет останавливать. Нам нужно будет останавливать. Так, ежели, братья, сестры, друзья, я заканчиваю на этом свой стрим. Спасибо, что смотрите, как обычно. Спасибо, что поддерживаете. Питерсо. Ночью Питерса, что это был сарказм. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет. Ичкерия Далмуа. Слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. И, наверное, до воскресенья на чеченском языке. Может быть, с Хусейном завтра получится выйти. Посмотрим, что он скажет. Так, интерпретация. Кадыров предал, мучает свой народ. В корне неверно. Кадыров предатель, да? Предатель чеченца. Я думаю, да. Предатель чеченского народа. Но он весь народ предал. Он весь народ предал. Идеи, национальные интересы чеченского народа он предал. Ладно, Дюйцерой. Кит, надо будет еще обсудить этот момент, но я согласен. Если нужно, поменяем без проблем риторику. Да. Или будем правильно использовать ее. Мегарду полезную для нашего народа, для нашего дела. Адикюэль маш ойл. До свидания, друзья.